Друзья, вот мы с Вадимом Викторовичем. Это наш большой, огромный друг нашей диаспоры, Вадим Викторович Каженов. Я его называю своим родным русским братом. Вот сегодня приехали уже неоднократно в Субсих Сахарова. Чем вы сегодня довольны? Сколько граждан мы сегодня смогли угостить? Расскажите коротко. Сегодня здесь находится 930 человек, огромное количество. Вот эти все корпуса полные, там еще вот отдельный корпус сидят женщины. И на всех сегодня привезли плов, финики, лепешки, женщинам отдельно, дополнительные еще сладости, напитки, фрукты. Ну, то есть там огромный просто стол такой получился. И самое главное, что сегодня мы смогли как-то вот все вместе нормально объединиться. Я очень доволен самому этому событию. Вот, то, что мы это с вами не первый раз уже. А сейчас как-то прям получилось так, что все четко, все вот, кто обещал, все сделали. Прям приятно. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, арбаңыздар, барыңыздарды улуу орозо айыңар менен куттуктап кетмекчимин. Негизи Кыргыз диаспора кеңешинин өзүнүн салты бар. Жыл сайын ошо орозо айында Сахарова барып, Субсих Сахаровда көп мекендештер жатат. Ошо жака барып ифтар берип, андан тышкары орозо айтканда катышабыз. Быйыл болсо бир нече жолу катышабыз деп ниеттенип атабыз. Ошо эгерде биздин жааматка кошулуп, Сахаровда мекендештерди колдоп ифтарга кошулам десеңиздер, мен силерге ошо картаны айта кетейин. 2202 20 62 18 01 13 23 Кубанычбек О деп чыгат. Ар бир жардамыңыздарга ыраазы болобуз. Ошол улуу орозо айында сооптуу иштерди мекендештерге жардам берип чогулалы. Көрүшкөнчө. Поэтому еще раз вас с праздником, с Наврузом. Ну и всем крепкого здоровья, чтобы все было хорошо. Для граждан Кыргызстана 3 совета от вас, от Вадима Викторовича Каженова. 3 совета. Делайте документы, делайте документы, делайте документы, да? Учиться, еще раз учиться. Да, ну, первое, конечно, что надо понимать, особенно если вы там из какого-то небольшого села, что, ну, здесь совсем другая жизнь. И надо очень внимательно смотреть, очень внимательно слушать, как живут люди. И тогда вы не столкнетесь с огромным количеством проблем, с которым сталкиваются люди, которые с собой, у себя в голове, привезли эту деревню. И говорят, а у нас в деревне вот так. Но в центре Москвы и в деревне очень разная жизнь. Поэтому можно пытаться спорить. Скорее всего, вот один из корпусов станет вашим временным домом и потом на родину. К сожалению. Да, да. А если вы правильно ко всему подойдете, вы можете добиться огромных успехов. У вас есть вот прекрасный пример. Человек, он приехал, мы были на его родине, это Иссык-Куль. 2 раза. 2 раза, да. Мы ездили прям к родителям, где вот прям дом вот такой вот деревенский. И при этом человек прекрасно понимает, как себя вести, что делать и так далее. Поэтому берите пример с нужных, правильных, грамотных, авторитетных людей. Не обязательно говорить, что надо слушать старших или не слушать младших. Надо слушать умных. Если человек в 20 лет идиот, в 30 лет идиот, в 40 идиот, он ума уже не наживет. Будет ему 60-70, это уже все. А может человек, ему будет 25 лет, и вот его, может быть, стоит слушать, потому что он в каких-то вещах разбирается. Второе, ну, как мы уже сказали, делайте документы, потому что бывает, что человек, я потом, то есть у него вроде все есть. Вот хозяин квартиры говорит, я с тобой схожу, в очереди посижу, регистрацию сделаю, ну, завтра. Потом, ой, меня выдворили. Да. Почему? Регистрация закончилась. Ну, это же как, да, сходи, сделал там. Ну и третье, учиться. Да. Учиться. Нет знаний лишних. То есть любое знание вам рано или поздно пригодится. Кто-то говорит, зачем вот мы в школе учим математику? Вот мне 42 года, я знаю, зачем я ее учил, регулярно помогает. Поэтому учитесь, все будет хорошо. И по итогу пожелания для всей кыргызской диаспоры, для кыргызской общины в Российской Федерации. Ну, здоровья, я думаю. Здоровья, да. И молиться всем, кто верит, вот за Кубанычбеку, чтобы он был жив-здоров, все хорошо было. Спасибо. Дорогие друзья, Вадим Викторович Каженов, наш друг. До скорой связи. Успехов. Кирди-чыкты боюнча биз ошол иштешип жаткан жаамат бар. Биздин диаспора кызмат кылып аткан кирди-чыктыга границага алып барып, кайра алып келип турчу. Москвада бир нече жаамат бар. Ошонун бир жааматы менен биз иштешебиз. Волгоградский проспектте. Мен номерин айтып кетейин. +7 925 465 68 40 номери, экинчи номери +7 929 633 74 65 номери. Мен азыр ошол номерлеринде жазып коем. Бул жигиттер ошо диаспорадан десеңиздер, силерге толуктуу скидка менен алып барып, кайра алып келип, жашынакай ишеничтүү жигиттерди силерге сунуштайбыз.